Для выступления предоставляется представителю Генеральной прокуратуры Шукурбекову Азбек Шариповичу. Добрый день еще раз, Высокий суд, уважаемые судьи, уважаемые участники судебного процесса. Я бы не хотел повторяться и высказывать те же мнения, которые были высказаны до меня выступающими. И хотел бы обратить ваше внимание на следующие моменты. По мнению обращающейся стороны, оспариваемая норма нарушает предусмотренное Конституцией Кыргызской Республики положение о равенстве всех перед законом и судом. Это часть 3 статьи 16 Конституции и дает возможность дискриминации по должностному положению, что, по мнению также омбудсмена, противоречит части 2 статьи 16 Конституции. Вышеуказанные доводы мы считаем несостоятельными по следующим основаниям. Положение о равенстве всех перед законом и судом, закрепленное частью 3 статьи 16 Конституции, предусматривает безусловное обеспечение равной ответственности всех граждан перед законом, тогда как оспариваемая норма предоставляет определенные льготы юристам, имеющим 5-летний стаж по работе по специальности, тогда как лица, имеющие лишь годичный стаж, должны пройти квалификационный экзамен. То есть здесь вопрос о равенстве по сути не должен стоять. Вопрос о равенстве может возникать лишь в случае вопроса об ответственности лиц. В данном случае речь идет о льготах. Также несостоятельные доводы обращающейся стороны о нарушении оспариваемой нормы части 2 статьи 16 Конституции Кыргызской Республики, согласно которой никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы и так далее, имущественного и иного положения и так далее. Так как в статье 19 Закона об адвокатуре и адвокатской деятельности речь идет о праве на получение лицензии всех без исключения лиц, имеющих высшее юридическое образование. А оспариваемая часть 4 статьи 19 закона предусматривает специальные меры и порядок получения лицензии определенным лицам при наличии всех документов и лишь без сдачи квалификационного экзамена. То есть вопрос о дискриминации здесь также не может быть, вообще не может быть предметом обсуждения, так как и лица, имеющие годичный стаж, должны собрать документы, и лица, имеющие 5-летний стаж, работающие в должностях, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 статьи 19, обязаны собрать все документы и соответствовать квалификации для получения адвокатской лицензии. И вопрос лишь о сдаче квалификационного экзамена. Мое личное мнение, а также вообще мнение сотрудников органов прокуратуры, вот сейчас до меня представитель Министерства юстиции также остановился на данном моменте. Действительно, в действующей редакции закона указано лишь следователи, лица, имеющие 5-летний стаж в следственных подразделениях правоохранительных органов. В настоящее время нами разработаны изменения в данное положение, как подчеркнул представитель Министерства юстиции. В настоящее время идет на стадии внесения изменений. Мы считаем, что все сотрудники прокуратуры, органов прокуратуры имеют право, именно имеющие 5-летний стаж, имеют право на получение лицензии без сдачи квалификационных экзаменов. Указанное положение полностью соответствует 3-му абзацу части 2 статьи 16 Конституции
Кыргызской Республики, в которой указано, что не является дискриминацией специальные меры, установленные законом и направленные на обеспечение равных возможностей для различных социальных групп в соответствии с международными обязательствами. На основании вышеизложенного мы полагаем, Генеральная прокуратура Кыргызской Республики полагает, что представление Акыйкатчы Кыргызской Республики о проверке конституционности пунктов 1.4 части 4 статьи 19 Закона Кыргызской Республики об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности от 15 июля 2014 года и признание их противоречащими абзацу 2 части 2, части 3 статьи 16 Конституции Кыргызской Республики подлежит оставлению без удовлетворения. У меня все. Спасибо.